die Munhechuni Hecho, die hat Tale Shimukuni Watan Hechisu, Itina Bugumun, Itina Buish, Rugel Zolis Bishum Gong Warau Swabi, Semer Dir Umdut Ehuna Ebak, Adwan Garab Zovich Arada, Khiriyat Arada, Rurat Arada, Umrudut Satulal, Munruh Humbugel, Lebafi Yahtuk Ahunar Beharal, Adamu Rukabo, Bijarat Azi, Mumbukini Bugu Khut Izubugu, Khut Ila, Tsulda Sawasa Sukhami, Dunya Alam Dara, Zabura Ma'al, Khaqatu, Khwaki Yahadu, Bahaj Yakhisafut Arbadin, Khut Ila Avaras Barkawat Lulin, Panel Durbat Nabuchal Shirabi, Khut Ila Rukina Traffichul Haral, Muhammad Ahiral, Mabadi Biral, Avaral Zul Lorca do Shahtamano, Rukana Ahmadov, Damadayevo, Kurbanov, Mukhtarov, Ibrahimov, Daim Gokhut ila Khiriya Suri, Sunarel Shazi, Rumrur Golel, Adamo Rukabo, Rutsari, Swadi, Swazadu, Sumazu, Sar Arab Suri. Добрый день, уважаемые гости, дорогие коллеги, замечательные наши учащиеся. В нашей школе ежегодно проводится творческое мероприятие «Встреча с известными людьми», куда мы приглашаем известных людей, которые оставили неоценимый вклад в развитие Дагестана, на эту сцену, знакомим их с нашими учениками. Таким образом мы проводим своего рода воспитательную работу. Сегодня в этом прекрасном зале Школы Возрождения в рамках мероприятий Года семьи и Года Сулеймана Стальского мы собрались на юбилейном вечере удивительного человека, скромного поэта, прославленного не только в Дагестане и в России, но и за ее пределами. Вы услышите интересную историю человека необыкновенной судьбы длиною в 75 лет, кавказца доблестной чеканки, прекрасного поэта Магомеда Шахбановича Насрулаева. Магомед Шахбанович Насрулаев родился в высокогорном селе Цемер Чародинского района в 1949 году. У Магомеда очень рано умер отец, один остался у матери. С 11 лет ему пришлось зарабатывать на хлеб. Может быть, это внутреннее одиночество и чувство невосполнимой потери и стало основой для постижения самого себя, осмысления внутреннего «я», посылом к творчеству. Магомед увлекался литературой уже в школьные годы. С 6 класса писал стихи на аварском языке. В 7-8 классах печатался в газетах района. В 1967 году, после окончания Коклекской средней школы Хасавюртовского района, образование решил продолжить в Дербентском культпросветучилище, на то время очень популярном у дагестанской молодежи, и одновременно работал в совхозе грузчиком. Поэт глубоко убежден, все трудности нужно ощутить, пережить, прочувствовать сердцем. Творческий путь Магомеда был тернист. Много разных преград пришлось преодолеть поэту в своей жизни. Рано осиротев, он с детства познал, что такое тяжелый труд. Но, несмотря на все жизненные тяготы, не оставлял учебы и целенаправленно двигался к своей заветной цели – стать профессиональным поэтом. Именно в детстве получил он и первые уроки жизни, которые заставили не по годам взрослеть. Уже тогда Насрулаев видел светлые образы, слушал звонкие созвучия и ритмы. С юности с легкостью сочинял стихи. Казалось, порой они жили в нем. Жизни ветвистая крона, шелест листвы бесподобен. Вновь собираюсь в дорогу, полную ям и колдобин. Падаю и спотыкаюсь, и поднимаюсь, и снова. Родина, за прегрешение сам себя мучу сурово. Тяготы, спешка, а все же искренний, по-молодому, каждое утро счастливый.
кланяюсь отчему дому. Скоро его стихи стали все чаще появляться на страницах газет. Именно в редакциях периодических изданий молодого поэта убедили в том, что талант, которым он отмечен, требует простора. После этого Магомед отправляет свои подстрочники на творческий конкурс в Литературный институт имени Максима Горького и получает приглашение принять участие в вступительных испытаниях. Главным было пройти творческий конкурс. Экзамены по предметам было сдавать намного легче. Приехал в Москву с рублем в кармане. Родственники не поняли его стремления, а мать видела сына работающим в колхозе. Ведь тогда, в послевоенный период, в горах редко в какой семье поддерживали детей, желающих получить образование за пределами Дагестана. Магомед Насруллаев поступил в научное отделение. Учеба в Московском литературном институте для Магомеда стала знаковым событием. Ему повезло попасть на семинар великого советского поэта Роберта Рождественского, который внес неоценимый вклад в становление поэта. Оценивая поэзию молодого дагестанца, Роберт Иванович писал: «Хотя каждая строчка переведена на русский, в каждой строчке чувствуется настоящая поэзия. Видно, что автор идет собственной тропой, в то время не отдаляется от широкой столбовой дороги». Молодому поэту в Москве приходилось нелегко. В это время заболела мать. Ей нужны были помощь и забота сына. Магомеду пришлось перевестись на заочное отделение и вернуться в Дагестан. Evladı, bak ukut rasul bugün. Hriya yok ule ebel. Hilbat ahiret ek bugün. Hriyana paybatı dirt er. Hume bertine halimay. Karanda rok ibijaray. Ramlu himalazik uray. Duda samigo yoharay. Riidele gutbi hadin. Anhavli çan haybar sagi. Зодих шуги сваби хади, хуч унчу, киго ик аги, дираумбут унун ик уни, хирие йок хули эби, иго малай кхунзие. Этот судьбоносный перевод он помнит до сих пор. Руководителем студентов-заочников был Александр Поделков, который, по словам Магомеда, с неуважением относился к национальной литературе. Так Магомед впервые узнал, что люди делятся на интернационалистов и националистов. Это сказывалось на его творчестве. Творческим людям нельзя быть националистами, говорил будущий поэт, и продолжил удивлять окружающих своим талантом. Магомед Насруллаевич на самом деле был интернациональным поэтом и всегда имел много друзей. Для того я оседлал коня, чтоб объезжать преграды стороной. Не раз испытывала жизнь меня, но всякий раз ты была довольна мной. Пусть с каждым днем дорога все трудней, но я стремлюсь к вершине, путь хотя далек. Я знаю, много камней впереди, и пропасти опасных, и дорог. Но я стремлюсь вперед всему наперекор. Салам кричу прохожим на ходу. Я так хочу достичь вершины гор. К ее снегам я с детских лет иду. Пускай метель, пускай ударит град, но и по снегу скользкому и льду пойду вперед, не отступлю назад. Возьму намеченную высоту. Годы учебы Магомед вспоминает как самое счастливое время в жизни. Он с трепетом и особым воодушевлением рассказывает о своих учителях. Общение с живыми классиками, разговоры до утра, гроздья калины в окнах общежития на улице Добролюбова, влюбленность во все вокруг, приподнимающая над землей, и стихи, стихи, стихи. Родины мои цветы, краше на планете нет. Преисполнен доброты праведный ее рассвет. Родина моя всегда, хоть вокруг меня темно. Путеводная звезда, озаренное окно. Родины моя венец, краше на планете нет.
Я пожизненный певец золотых ее побед. Детство и любви мотив, эхо правды и тепла. Потрудись, покуда жив, чтобы Родина цвела. Среди русских поэтов кумиром для Магомеда Насруаева стал Михаил Юрьевич Лермонтов. Наш поэт его считал настоящим героем своего времени, который навел страх в душе могущественного царя Великой России. Такое же сильное влияние на творческий путь Насруаева, получившего поэтическую закалку в литературном институте, имела и поэзия Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Ахмадуллиной, Бека, которые в те годы прославились как выдающиеся советские поэты. На молодого талантливого поэта с Дагестана тогда обратили внимание известные поэты-переводчики Бек, Касмынин, Лаврин. Затем стихи Магомеда Насруаева были ими же переведены на арабский, испанский, болгарский и на языки народов СССР. И как итог творческих успехов, молодой дагестанец стал лауреатом премии журналов «Наш современник» и «Молодая гвардия». قم للمعلم وفي تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم قرون الأولى أخرجت هذا العقل من الظلمات وهديته نور المبين سبيلا أرسلت بتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم إنجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا أزق الحديث ونعل التنزيل. Let's go to my house. Let's go today. I will show you all the rooms where we work and play. Here is the kitchen where mother cooks for me. Here is the living room where we watch TV. Here is the dining room. We eat here every day. And this room is my room where I sleep and play. Решением Северокавказского клуба писателей и Северокавказского филиала Российской академии поэзии ему присвоили звание «Народный поэт Кавказа». Символическая, надо сказать, награда. Чтобы достойно носить такое звание, надо быть не просто поэтом, но и настоящим кавказцем. Юноша из высокогорного села Цимер Чародинского района чувствовал слово с раннего детства. Образы, мысли, рифмы, звонкие созвучия слетались к нему, как бабочки на огонь. Он с легкостью сочинял стихи, не видя в этом ничего особенного. Он думал, все вокруг тоже так могут. Но Насруаев не из тех, кто трепетно относится к собственной персоне. У него на первом плане всегда люди, земляки, друзья. До поступления в литературный институт имени Максима Горького он успел поработать директором Дома культуры в селе Кокрев и редактором в Доме народного творчества в Махачкале. Глаголом «сжечь сердца людей». Так в стихотворении «Пророк» Александр Сергеевич Пушкин определил главную миссию поэта на земле. Этот завет гения русской литературы для дагестанского поэта Магомеда Насруаева всегда был и остается незыблемым. Следуя ему, и он сегодня стремится зажечь в людских душах любовь к прекрасному и не переемлет безнравственность, ложь, бездуховность. Именно поэтому его творчество известно не только в Дагестане, но и за его пределами. Слово предоставляется преподавателю Автодорожного колледжа Республики Дагестан, заместителю директора Абдулхаликову Залкипли Абдулаевичу. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Добрый день. Я на русском буду говорить, потому что, наверное, все учащиеся, не все живорцы, Магомед Олег Магомедович, здесь, наверное, интернационал. Я, прежде чем говорить о нашем Магомеде Насруаеве Шахбановиче, я хотел бы свои первые впечатления об школе. Я, честно говоря, последний год, когда он ушел с государственной службы,
перешел на, чтобы дома не сидеть, работаю автомобиль дорожный замдиректора, одного не преподаю. Ну, мы-то в основном связаны с государственными учебными заведениями. И часто к ним ходим, к нам ходят. И впервые я ему сказал, директору, можно я обойду вашу школу, посмотрю, как. Ну, я, честно говоря, ошарашен. В некоторых государственных образовательных учебных заведениях, средних школах, я об районах даже не буду говорить, я с городом Махачкале не сравнить, что здесь есть с этими школами. Но школа компактная. Я узнал, 800 с лишним человек учится. Ежегодно набирается более 100 человек. Директор Магомед Магомедович собрал замечательный коллектив. И в этом, наверное, их заслуга, потому что ежегодно к ним отбоя нет. Но здесь возможности не беспредельные. Поэтому мое мнение о частной школе, я всегда думал, закон есть Российской Федерации образования, я думал, в частных школах все делается так, как урок отбарабанил, преподаватель ушел домой и свое дело сделал, получил зарплату. А здесь, пройдя по коридору военно-политического воспитания, наши новые герои, ставшие уже именно настоящие, некоторые говорят, его операции туда-сюда. Это самая настоящая война идет, как вы там не называли. На этой войне, к сожалению, наши сыновья погибают. Наши сыновья там не рождаются, сами погибают. Но будем надеяться, что все это закончится. И наши сыновья, оставшиеся целых и сохранятся, вернутся к своим детям, к своим матерям, к отцам. Я что еще хотел бы сказать? Дагестан сплоченная республика, спаянная республика. Уже на этих специальной военной операции было рождено 13 героев России стало. Один из первых героев был дагестанец. Один из первых, Бердый Магомедов. Это о чем говорит? Потому что Дагестан, здесь сколько вы наций, здесь свои, приезжие, ну, Дагестан всегда славился своей сплоченностью. Всегда наши дети показывают нынешнему поколению, как воевать за свою малую родину, за свою отчизну. Сколько героев в Дагестане, я посчитать сейчас не могу, в годы Великой Отечественной войны. Ну, поэтому это все жизнится на дружбе дагестанцев, за межнациональной дружбой. Поэтому наша дружба чем крепче будет, тем мы вперед пойдем. Поэтому я вас, Магомед Магомедович, поздравляю с такой школой. И я хотел бы в конце сказать, и вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пожелать вам успеха в учебе. И тот коллектив, который собрал директор, сплоченный коллектив, спаянный коллектив, как одна команда работала с одной целью, чтобы отсюда выходящие выпускники всегда говорили, вот здесь я окончил эту школу, вот там мне что-то кто-то преподавал. Я думаю, так и будет. А теперь уж о нашем Магомеде Шахвановиче Насулаеве. Мы его очень любим. Ну вот недавно провели мы его вечер, посвящение его юбилею. Я там, выступая, говорил. Некоторые не так поняли. Я говорю, мы своих черниц очень любим, уважаем. Но некоторые поняли, почему же он так говорит своих черниц. Я думаю, и других районов тоже своих любят. А как же? Ой, уважение, тем более таким творческим людям, надо не на примеры, а на слова. Наши дагестанцы славятся именно этой. Поэтому мы уважаем своего. Здесь через песни перечисляли бывшие поэты и писатели. Сколько героев социалистического труда, сколько героев Великой Отечественной. Даже сейчас, в нынешнее время, вот два полковника, один сейчас уже генерал, по чину героями героев России стали. Я слово иногда путаю из Советского Союза, потому что я продукт того времени. Я никак не могу забыть Советский Союз, я думаю, старшее поколение никогда не забудет. И мы с вами, старшее поколение, должны обучать тех ребят, которые, посмотрите, как они красивы. В других местах, наверное, за лавочку учебной части или кто-то другой.
другой, Леон Брит. Они сами прекрасно рассказали о его творчестве, с таким азартом. Это же замечательно. И еще я хотел бы сказать одно слово. Вот пару дней тому назад, 19 числа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отвечал на многие вопросы. И в конце, я с самого начала до конца слушал, в конце, что же мне понравилось, он сказал, мы должны своих детей уважать, детей любить, детей готовить. Почему именно к этому выводу он пришел? Потому что в свое время нашу школу мы ниже принципу запустили. ЕГЭ, ОГЭ, МГЭ, чего только наши детей не пугают, каких только вещей нет. Но и нашу советскую систему образования превратили до невозможности. Поэтому мы, какой бы системе ни работали, социализм, капитализм, мы, дагестанцы, должны примерно на своих родственников, на своих предков, а они нам всегда передавали любовь к родине, любовь к отчизне, любовь к старшим, любовь к женщине, любовь к мужчине, женщине, любовь мужа, жене, уважение друг к другу. Я думаю, эти самые лучшие качества, о которых все время говорит Магомед Насулаев, должны остаться в наших сердцах. И мы, старшее поколение, должны учить наше младшее поколение именно этим нравственным ценностям. Всем вам желаю успехов. Спасибо. Спасибо большое. Здесь уместно будет дать слово аварскому поэту Сулейману Магомед Нурову, который пришел сегодня приветствовать нашего юбиляра. Ассаламу алейкум, маарул миллат. Ассаламу алейкум, ирчарада район. Тирин авун ужида, когедун гумбет на уравжу. Баксулайын авун, эбелассул, эбелассул вахцагу, подлагали бунет лица. Кто не понимает перевод, тоже могу. Сейчас по-аварски буду говорить. Цулда каракамух, дир кодол ватан. Каракам Мухаммад Айрасу и ватан. И не бук инах дица тин маарвал, абилла маарвал, тин не буд мукахал. Дида сахит инала тидануш, тин видахал Мухаммад Насулаев сул хацу юбилей да дир хайба комуго хацу сакахабет иргибук унем хаколдан слик иурен дир сонгибук унарет шива унасир хаколдан слик шугу сон шайтролик сенги сотун бухка перюге суда стика жогебосун резинкебосун собит изавундида башшар гавун садак хаколдан слик шугу сон тували коцарез велерденги урвилядун, урвизбак гибуго, провод гибуго. Магомед Насулаев впервые я встретил, они приехали в гости к колхозникам колхоза имени Ленина Гумбетовского района, выступил перед косаками в июле месяце 1977 года. Тогда он был, сколько лет был тогда тебе? 24-25 лет было между нами жадный год. С тобой приехали на ГАЗ-24, это новая Расула Гамзатова машина. И шофером там был мой сослуживец из селения Харахи, Шангиреев Камалудин. Молодой Магомед приехал, с ними были, еще молодые. Они непокойная Машидат Кайбекова, Майсарат Магомедова, Бахуме Седо, который меня поднял на этот уровень за 10 лет. Коротенько, они выступили перед нашими косарами. Вот это я помню, это время. И они гостились у нас, остались в библиотеке свои 2 книги, которые у вас там были печатаны. Спасибо. Вот и предыдущий оратор, когда он был в автодорожном техникуме ведущим,
мы так тоже сидели, ну, как он говорил, я тоже восхищаюсь такими заведениями. Я был в районе бухгалтером образования, но такого уже я впервые вижу. Спасибо, Магомед Хабиб. Но я еще из Советского Шамильского района выходец, электринец, Циеп-Цилик. На Варском я перехожу. И далее вот 45 лет мы не встретились с Магомедом, в прошлом году я его встретил. Не забуду таких встреч. Таких людей забывать тоже нельзя. Каждый день надо восхищаться и вот такие вечера надо создавать. Но это время сейчас уже спад, ислам превосходилось. Ну, мы из ислама все уже в мечеть ходили, молимся и говорим, и хвалим, но все равно вот поэзия, чуть там низовые процентах осталось, дай Аллах, что она поднялась, я уже бухгалтер сельский, я уже до поэта дорос. За 70 лет тому, вот последние 6 лет. Ну и возрождение будет, аварская поэзия поднимается. Это я поддерживаю, вот здесь уже представители республиканской библиотеки, я 2 свои презентации там проводил, и в селе проводил, и все уважают, и вот так все в зале полно бывает. И я еще восхищаюсь, вот, молодежь, на арабском, на английском, на других аварском и во всех языках они говорят. Спасибо вам, преподаватели, в первую очередь. Мы тоже учениками были. И спасибо, ребята, вам. И здоровья вам, Магомед. И долгих лет, ну, будем держаться. Вот такую сумку мечтой было в наши студенческие годы. Мы какие бедные были, а сейчас богатые стали. Там все мои книги и сумка это твоя. Магомед Хабибу Магомедовичу я сказал, здесь этих штук они не видят, только я это вижу. Я хотела бы, чтобы вы показали нашему молодому поколению эту сумку, портфель, о котором вы мечтали в своей молодости, в их возрасте. Дорогие друзья.
хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Здоровья вам, мира, счастья. Спасибо за творчество Магомеда Насруллаева. И очень шикарное, красивое ваше организаторство. Просто красиво. Спасибо большое. Счастья всем. Спасибо. Президент Академии поэзии России Устинов высоко отзывается о творческой манере поэта. Стихи аварского поэта Магомеда Насруллаева – своеобразное явление современной дагестанской поэзии. Они полны гражданской страсти, глубины и поэтической мощи. В его стихах дышит и почва, и судьба нашего современника, непримиримого борца за справедливость. Рядом с другими ветками того поэтического дерева по соседству другая, довольно крепкая ветка стихотворений о человечности и мужестве, чести и совести, справедливости, поучивших нами наследство как наставление и завещание от наших предков. Об этом сам автор так говорит в своем стихотворении. «Я не сберег себя. Кто захочет увидеть стяг жизни моей? Он прочтет на ней 5 сокровенных слов. Справедливость, чистосердечность, мужество, совесть, честь». Слово предоставляется лауреату президентского гранта России, почетному работнику общего образования Российской Федерации Амиргамзаеву Алисултану Мусаевичу. Ассаламу алейкум, мa'аллах, ва радж'ала халбал. Дун Мухаммад дида сали шукичо. Дида Мухаммад ди сали укичо. Араб сонос haqiqat gazetalda xarab ço oçerk uqana kinda xasa sadaq çalurun uqarav asagi salim Ali Muhammedin abulu paytası haqasus segi dun oçetil ximi ugo dun payet guru padar khangi guru ama has xarab jo çalulan ma'ruf xadar qavat rasulitsa Mağdur şöyle, Süleyman'a, şöyle Karval ekini böyle çağıl anlayacaksa, o hangi bakir zaman bu okan. Hep karar ki, o diyor ki şair, Nasrullah Muhammed'in Berçan bu elde, es ahım başanın telefonu. Kim bu abi dün bir danç adı resket ve kavidas ki çok tin ha unkun, tin dün unkun. Ama o ara payet Rasulil Sovetnik abone bu kele içe redaktör aldık abone konuşuyor. Sovetnik'e şiva oluyor. Şiva korku oluyor. Sen Muhammed içe Rasul hiçleşke. Rasul zaman arame halımına alışıyor. Daha kariyeli bir kole rukunide. Muhammed içe Ali Muhammed içi çok dedi ki tekrar şöyle bak al riçaları kune çoğa. Nu tuhura suli kuni kabura çok. Hep öyle Muhammed içi şibha bunu geçirani ki hep esarkat hep öyle mağrurası. Ama jindir bu o aspop o diye bak gibi kun bakar elektrikli yani çok içerak o zamanas bih polar o. O bak beral apedar olan şey. Şimdi nu Rasul hiçbir çubuk ilişki. Muhammed os abna Rasul ada ukiço, ukizige, ukini yuatelar namun. Şimdi dice badima bu gejo. Rasul hiç hisliyor. Ama mağrurdu vakti zbihlo başlarışı. Hatta şkolda çağırıyor ki çizgisel mağrumat stihim başkum. Praktiz bilo. Dum božva mağrurdu şkor žegi unar bugel, žegi pahmu bugel, pa je to rakelin namon. Dum heruči, himnes bu učitelj, tim haninkara. I cale ratsak avli bugo. Hani odočenim do redakcijne halkule, car araj, jurnalist, Hazam bir şamay, asıl bu şamay. İlk duda daha
ხაზკო აბუნგათანე რააბი ხერხ ხუნგიო ჰაეთ ნაბუნ გურე შაირ ნაბუნ გურეჩის შამააც რედაქცია ლოაკარუკო ფიხმა თოროთ ქეშკი მოსონ შუნუ ყანა ალის ოთრა ხერხი და შაიდი ჭარა როტო ხოხაზე ენგი იცარო ხერხი ბახასი უკულივიშ როხო ბაჭანი ლუქრიცუნი ადინა ორჩე ზაუგებელ თეცოდა მიხალ წიჟიძე თემიშივი ზავხი თოლე მათქის იაცალ რიხიზე შკოლა წალი ადინო შენიკასა მათქის რიხოლა იოშერაიასკი წოგიდალდე თემ ორჩე ზაუგებელ თუდა მიხალ თეშიძე თუ ორჩე ზაუმე რა პარიხოლი ну Расулаевсу қара жалға амақ алсалың олар алды чедеш. Дитсу қара хадина цар арал хадару қабги артист салге журналист салге руги бак алды. То дитсу қара бугу хабехулы батанык цар изяси сага табун. Алар театрда шуну қана ани удо шуну гнахер заслуженный артист Российской Федерации Нурмагомедов Мухаммад. Питумабулуги. Сабамы седох полайзе. Ахиридма театр лошуну кичу. Эпки театр бислуун. Унгу театр вукма. Унгу умру бихизабуна. Али один камеру ошарабу. شاي قريب فراو خدخل الشعير شاي قرال انك قرال قرداو قربو صابان مسدو خل انگوين كونش وطخل القربو چوردك القانش شعير زورك اسبات بيدول თობოთალ ჩახიზე ხურუ მუხბოგო ეს ჟინცაგო ბიდურ რარალ სანგარალ რიუნ შუშამ ამა ინკ ამა გარა ნუშ ხათალგი კაპუნ იჟეზე ამა შაირ ბოჟლარო ჟეგი ანი კარალდა Парал персонажал чагу рубишан хал хабизе уна пардав қан хаду. Ан сотла аминат андава дулияс сөре хабидуца кахабни кисун кахила зобазда накал ракарун чури нижер ракал бецхолел берал. Камалил баширги чеверал раказ чпазе бокшаразе рочки хечезе نسالهم خدلا معروسة سنت من أني هنجة نكمل نطلع أشوفه ويقول لي تعال بابوك Нурмагомед Мухаммад وتقول أنا هتسوي دي تكش خانة سنجد محمد أول على أكتسدير إذا خلصنا توسعة طبيعية أبون نسكا ونا سنجد أخير الخيمة زي عمرو خير شيء بحر شيء بقولارو خدار شيء فايز شيء سنجد صار شعب حقي خطلا بطل روجاسا علي سلطان أبون بودير أوتوغراف وأوش كله سنجد هادينا мероприятие هم уже zaman ki aplikat haben kasada şarkı kudi ve kalabuğa. Muhammed Sohar gibi. Otur kadar le çay khera bi bahara bi isim le çahil rang harun. Çok satsa hadi bak aldı. Zepsi kol abdi kol. Çok satsa harazo farfa abi zarat şakası. Otur. واركالا جماعة كله شارد الجماعة كله خالد ومحمد كشوبة ريك السراد من خالد جعجرال عنكرال
Ну, когда школа халка, один школа, это аборигенов. Бихичо. Спокойно руками. Аху, их воробей, а букичо. Слово предоставляется замечательному человеку, славному горцу, легендарному борцу Арацилову Магомедхану. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Очень трудная задача среди писателей, поэтов. Говорит, отличиться это невозможно. Магомед мой родственник, я от всей души поздравляю с юбилеем его. Желаю ему здоровья, удачи. Желаю, чтобы вот мы все говорили, в прошлом году отмечали столетие великого Расула, в этом году 110 лет Сулеймана Стальского. Мы даже эту дагестанскую литературу от Сулеймана Стальского две строчки помню. В каком-то классе учились, в 8-летнем классе. О шалбуздак мер анларе шаймун адама забугим зулму бихуну. Я помню это, какой-то класс, 7 или 8 класс, изучали это родная поэзия или литература в предмете были. И, конечно, это то, что наши писатели, то, что наши поэты восхвалили Дагестан, мужество, доброта, патриотизм, человечность, любовь, все это пример для нас. Вот, на их стихах мы росли как спортсмены, на их стихах, я думаю, на этом славе и наши спортсмены тоже растут. Вот я чародинцы говорят, могу похвастаться. У нас 3 писателя, поэта. Шахтаманов был мой друг, Амар Хаджи Великий, Абдулла Даганов, Магомед. Там другие тоже есть. Но могу похвастаться еще 11 олимпийских наград в нашем Чародинском районе. Даже на последней олимпиаде наш паралимпиец стал серебряным призером. Вот такие успехи, так, они воспевают мужество. Это все мы спортсмены читали. В дороге бываем, в гостиницах бываем, были у нас книги с собой. И наших победах отмечают, и Амар Хаджи был все время вместе, и Расул был вместе. Я помню, как я чуть-чуть так отвлекусь. Амар Хаджи я в Москве работал, говорит, юноша, он говорит, приходи, срочно нужен. Поехал к нему, говорит, надо Расулу одно письмо, он в Кремлевском молитве лежал. Я говорю, хорошо. Что надо делать? Вот, говорит, там, говорит, магазин есть российские вина на Горького, там отдел дагестанских коньяки есть, 300 коньяк, и все, больше ничего не надо. Я говорю, что только очень через форточку, не так он красиво рассказал, вот так я буду стоять ловить эту бутылку, он тоже чуть-чуть. Они же великие люди, свои тонкости бывают. Ты единственный, говорит, когда поднимешься, и дочка или жена будет, тебе не сдобровать. Ты сперва посмотри. Я в Елисейский магазин зашел, там, французский, там купил наборы коньяков, туда пошел. Как пришел сразу наесть? Я уже в Москве работаю. Почему Дагестане спортивных успехов нет? Каждого пофамильно, и Юмина, и Аллахвердиева, Ашурали, всех наций, народностей. Это были великие люди. Они болели за нашу страну. И они болели, вот это прекрасное мероприятие, это все, создали, страна была читающая в то время, мы тоже читали, росли на таких произведениях. Очень болел, я говорю, какой замечательный наезд был конкретный. Застойные времена были, это 80-е годы, вот это середина, потом до распада. Так они болели, я это маленький пример рассказываю. Так я хочу вам всем пожелать успехов, здоровья, Магомеду здоровья, долго-долго, чтобы красиво жил. Раз вот эту школу похвалили, наш Абдулла Даганов здесь показывает, книгу про меня написал, я как-нибудь эту книгу тоже занесу. Всех праздников наступающих, Магомед, будь здоров, будь счастлив. Спасибо большое. Так, тогда музыкальный подарок в исполнении Али Алиевича Камалова. Ассаламу алейкум.
Магомедом мы дружим давно. Первое его выступление, когда было в старом русском театре, зале, значит, Кумыкского театра сейчас. Это было его первое выступление. Он был очень молодым, задорным. Впоследствии, когда мы уже стали взрослым, я поддерживаю его такую хорошую черту, дружескую. Он протянул такую товарищескую руку Расулу Гамзатову. И поскольку мой друг там напротив жил, я часто видел, общался с ними. И последние дни мы с ним дружили. Вот эти две долгожданные книги, которые он ожидает меня, это моего земляка Лука Магомедовича. Недавно было его 85-летие, покойный ними. Это двухтомник. Я надеюсь, что третий том, наверное, вы добавите сюда. Здесь есть ваша фотография в достойном, иллюстрированном виде. Говоря о школе, Магомед, я сегодня действительно, когда зашел, почувствовал это вот на себя. Я спрашиваю, как мне вот пройти у вас какое-то мероприятие? Да, у нас мероприятие. Вот какая-то была же вот аура такая, необыкновенная аура, которая на меня произвела. Я не знал, что это частная школа, я же не читал ее, а знал так, это самое. А вот когда зашел, действительно, прямо у входа ощущается, какая здесь прекрасная аура, какое воспитание. Спасибо, я тоже был. Дагестанский поэт Магомед Хилясулаев говорит о патриотизме поэта, его глубоком понимании правдивости и справедливости. Магомед Камиль Гимбатов, известный литературовед, говорит о жизненном пути Насруллаева, как человека незаурядного поведения. Насруллаев является тем аварским горцем, который провел всю жизнь в человечности, чести и совести, и не свернулся с пути, завещанного нам нашими предками. Поэтесса и журналистка Надежда Тузова в своей статье «Рисунок сердца» писала, что Насруллаев идет исключительно своей поэтической тропой, извилистой и каменистой, разной, но он всегда сверяет ее с компасом своей духовности. При необычайном мастерстве он никогда не стремился к публичности и творил. Много и прекрасно его гортанные и вместе с тем мелодичные строки на родном аварском завораживали окружающих. Ассалам алейкум, агар абдир халк, худ эги, рук эги, нуштали халда, тохигу кхадасли, хавультреш тараб, хонужер умруду, бук унгябе, укаги, ватанги, чухи заболев, ишал харулаго, умруд амизе, аджанас нуже, жантеги даи, мукратал, рис орал, десер харалал. В нашем уютном вечере поэзии сегодня присутствует замечательный человек, близкий родственник Магомеда Насруллаева, Нурмагомедов Магомед. Вам предоставляю. Спасибо за представленное слово. Салам алейкум, дорогие друзья, уважаемые педагоги, учащиеся этой прекрасной школы Возрождения. Дорогие друзья, я еще рад, конечно, приветствовать друзей нашего Магомеда, знакомые и приглашенные. Дорогие друзья, я сегодня вообще так радостно, души так радостно стало, совсем другой человек стал. Магомед Аварского театра, актер, где-то так нахожусь, где-то я в театре поездить, что ли, где-то какое-то отношение, ситуация у меня в душе такая. Магомед, спасибо огромное. А то, что, Магомед, тебе тоже здоровье, дорогой мой, а то, что именно встреча в этой школе вы сделали. Такая красота. Смотреть внутри, ходить, это одно удовольствие. А сегодня творчество нашего прекрасного Магомеда, это 75-летие,
сама себе это сильно говорит, чаще говорят. Они все его тему, своими жизнью, все это досконально говорит. Нечего даже никому абсолютно ничего не надо говорить. Спасибо огромное, огромное. А дети как подготовлены, как прекрасно говорят, как на аларском, родном языке, как четко, как прекрасно. Спасибо, уважаемые ведущие, так прекрасно и радостно. Тем более здесь технически тоже работают четко, спокойно. На самом деле Магомед это человек гордость. Не то, что Чародинского района, не то, что Дагестана, и все равно это Россия гордость. Спасибо, Магомед, что ты есть. Он много слов не любит, хвалить его абсолютно перед глазом он абсолютно не любит, но то, что про него сегодня все говорят. А я что смогу? Смогу подарить вам на слова Магомеда Баслаева песню. Поэзия Магомеда Насруаева связана с горным краем, с его людьми, с его живописной природой и с его великим прошлым. В привязанности поэта к одной местности есть особая значительность. При постоянстве большой любви к родному краю
К его горам, рекам, людям родной край становится родиной в самом большом значении этого слова. Любимый и близкий мой чарода, ты боль моя и гордость, нет несчастья без тебя, ибо что такое счастье без родины? Мала ты, но ведь малы звезды яркие на небе, а цемент жизни моей негасимое солнце и чарода, небо безбрежное для него, которым любуюсь я, вечный астроном. Родная чарода, колыбель моя, отважных и доблестных вырастила ты, и среди них занимал скромное место и я, согретый именами славными в веках. Из Суды был Тагир, Шамиля летописец. Его перо прославило имама на весь мир. Аварский Лорка, поэт Шахтаманов, Мамадибир, Ахмед, Дамадаев, Ибрагимов, Мухтаров, Дакурбанов. Все они немеркнущие созвездия неба того. Магомед Насруаев теперь говорит, что он таким образом, приоткрывший дверь в поэзию, мог бы заблудиться в ее трудных тропинках и крутых поворотах. Причиной того, что этого не случилось, он считает помощь и поддержка талантливых и доброжелательных поэтов и наставников, как его земляк Амар Гаджи Шахтаманов, Магомед Сулейманов, Адао Алиев, Тажудин Таймасханов, Абдулла Даганов, чьи имена он вспоминает с большой благодарностью. Амар Гаджи Шахтаманов, Ракалден Шир. Турцарги, Турцваги, Цадулла Ушаир, Марул Халкаши, Дагим Худ Иля. Худ Иля да онго, Вай Умар Хажи. Мунбухтанаш чуарау, черо бурхау. Wallah Худ Иляро, Худ Ананиги, Нан Насабаз, Илехези. نانا تاريخش روحش هنرش هاي كلهزي قربا صوتهم ترتساقي ترتسواقي خارق خلوركا كي تاقو خودلا داخستان اودا Максиму Алимову. Ассаламу алейкум. Я представляю лезгинскую секцию Союза писателей Дагестана. Я руководитель секции. И меня Союз уполномочил передать поздравления, приветы юбиляру и всем, кто пришел его чествовать. И от себя лично тоже поздравляю, Магомед. Прекрасный человек, прекрасный товарищ, замечательный поэт. Творческие люди, поэты, писатели, драматурги, они, что бы мы ни говорили, в их произведениях отражается вот автор в какой-то степени. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот Магомед наш, он истинный, исконный дагестанец по своему характеру, по душевному настрою, по философии своей внутренней. И его поэзия тоже отражает вот эти черты автора. Его поэзия тоже очень дагестанская, сочная. Она передает и наши традиции, и наши заслуги прошлого. Она воспевает сегодняшний день наших замечательных людей. Вот некоторые говорят, ну поэты, ну что они, ну зачем они поле не пашут,
они не производят на заводе какую-то продукцию. От них какой народу толк, польза какая. Иногда хочется ответить, немножко грубовато получится, пользу ищут от коровы, а от поэта надо ждать его умение удивлять людей красотой мира, красотой людей, жизнь. Ведь мы проходим, что делает поэт? Поэт видит то, мимо чего мы проходим, мы не замечаем. Они замечают, удивляются, и нас потом удивляют этим. Вот эта способность только у творческих людей. И вот когда о поэтах говорят, я такой пример привожу. Вот небо, представьте себе ночное небо без звезд. Какое оно пустое, непривычное. Нам неприятно будет смотреть на такое небо. Вот то же самое. От них же свет не идет, даже как от Луны хотя бы. Их свет не доходит до Земли, не освещает нам ничего. Но нам эти звезды нужны. Небо без звезд – это не небо. То же самое поэты. Они хлеб не выращивают, они на заводах продукцию не выпускают. Но представить себе жизнь народа без поэтов, это просто невозможно. И хорошо, что у нас есть вот такие, как Магомед. А вот если практически взять вот то, что сейчас маленькие дети в такое трудное время, когда языки очень сильно страдают, все национальные языки, они на грани исчезновения. В школах очень мало уроков осталось. В университетах трудно набирается на факультеты родных языков. И в такое время вот эти поэты, которые пишут на родном языке, которые нашим детям дают возможность их читать, это тоже здорово. И поэтому давайте будем любить, давайте будем чествовать и приветствовать наших поэтов. Сегодня Магомеда Насруллаева. Конечно, огромное влияние на творчество Магомеда Насруллаева имела поэзия величайшего поэта эпохи Расула Гамзатова. Это был самый счастливый момент творческой жизни Насруллаева, когда ему в свое время довелось работать помощником великого Расула Гамзатова. В последние годы жизни Насруллаев был с Гамзатовым и в горе, и в радости. От великого поэта Магомед удостоился тысячи благодарностей и выражения своего отношения словами. «Я ни перед кем не столь долгов, как перед тобой». Это искреннее и правдивое отношение великого человека оставили в душе автора этой книги неизгладимый след на всю жизнь. Великий поэт посвятил Насруллаеву цикл стихов, воспевая его щедрость души. Такие отзывы рисуют портрет человека доброго, открытого, несомненно талантливого и готового подставить свое плечо каждому, кто в нем нуждается. Азарко Баркала, Насруллаев дуй, Ханджидица умру, Санат Сагуро, Сахтат Сарик Кунялируго, Мухаммад, Халат Абдир Сапар, Шлюрулет Мехат, Мунвач Анадие, Ворч Анакхизи, Ворч Аначераб, Макхида Садун, Рокхит Адбусана Умре Одидир, Агараб Чарада, Чагуя Учаи, Жегидахун Хечин, Дагестанавда, Цоца Шейтан Буго, Шивавчи Ясух, Них Шаир Забазух, Хельнус Нусруго, Инда Шушудуа, Шобда Худуа, Шаид Клараб Мехат, Рецбак Абуа, Тумхах Илаб Зодик, Хаугабун Буго, Хваразу, Рухазу, Мавзария Слук, Хенер Халель Руго, Халарель Руго, Тумкват Улебуги, Кипхут Араби, Родо Волауа, Ракшус Музея, Рокхибор Хасюда, Рукшбу Ахада,
Дун запасников да замана швейгун, швеля жегинужей, кучду стализей. Анвидится санал, сахтаться гуру, секунда зрикунель ругу, Мухаммад Сапаров, Саринов, Сесиев, съездал, сатира батана, хвара блерика. Браво! Молодец! Отдавая, приобретаешь. Это утверждение древних философов не раз испытывал на себе Магомед Насруаев. Тесное общение с гигантом поэтической культуры позволило много узнать о его жизни, ощущениях, раздумьях. Что связывало этих двух поистине неординарных людей? Самое главное – это взаимопонимание в вопросах литературы. Еще немаловажным было то, что Расул Гамзатович верил и доверял ему, как своему литературному помощнику. Одно из масштабных дел, которым сегодня занят Магомед Насруаев, книга о Расуле Гамзатове. Над ней он начал работать еще при жизни поэта. В связи с болезнью Расул Гамзатов по несколько месяцев находился в больнице в Барвихе, Мучилинске, госпитале. Это время Насруаев многое записывал со слов поэта. Назвать его я намерен «Зима патриарха», делится поэт. Скоро книга будет завершена. Почитатели таланта Расула Гамзатова и самого Магомеда Насруаева с одобрением встретят его появление. Тут сабарви халда, хасали сардас, сарда урурчундие, бит сарапшинап, бит синчоготези, таубу букана. Amma çanda çağız, çarab ağlıyar, urğarav marhabas, basma xanabi, xeneze haridal, Hamzatil Rasul, haqiqiyal qissa, qalmik bossize, Bismillah habeyan haranarakas. Salavat Sadoha, Tsar Zahmat Bukin, Ukatun Kwadiptin Jindir Tsarhelem, Hebergo Antonas do Kremleuda, Дагестана шуцар цонут авросонозу, коезу крисабитине, вихахечони гибитанадже, уякун битараб, бихараб, чалеб, чалареб, рахараб раадазетеб. Раадазу умру qoqqabuk'unin, абу андукса, дида qoilgo, amma qoil mexal, xisana Rasul, Soni sel raadaz haqa ahula, Жалба қалругилан, цвабиругилан. Замана диванбек, гучап, ридукхат, пичанта эсклези изие климат. Климатов замана изулки бицу, унко бехилете чал ата чуазе. Однажды некий журналист случайно встретил Магомеда около издательства. Они пошли неторопливо в сторону неспокойного Каспия. День был ветреный. Вдруг Магомед взял один небольшой галыш в руки и спросил: Думаешь, это просто камень? Обыкновенный галыш, ничего особенного. Нет, нет, смотри. Этот камень аккуратно обтесан со всех сторон. Это сделало время. Значит, он лежит здесь очень давно. Вот именно такие камешки и будут в недалеком будущем нашими судьями. Именно нашими? Я имею в виду, что они будут судьями человечества. К сожалению, и мы судьями. Время властно над всем. Но вот камни сохраняются дольше всего. Вот и придется им поневоле быть нашими судьями. Журналист был удивлен его неординарной философской гипотезой поэта, но спрашивать больше ничего не стал. Он ловко отбросил галыш и попрощался с поэтом. Будь здоров! Думаю, еще увидимся. И, провожая взглядом поэта, журналист подумал: Ведь таких простых в общении и по-настоящему талантливых людей у нас в Дагестане ведь немного. Судьба
Насруллаева с людьми неблагородными и даже подлыми. Но он никогда не отвергал их сразу и бесповоротно, а старался распознать, почему этот хороший человек такой, и умудрялся еще раз разглядеть в нем что-то хорошее. В новой книге Магомеда Насруллаева мы находим много поэтических произведений, посвященных родной Чароде и о своей малой родине, о улице Мир. В них с большой эмоцией и вдохновенностью выражена безграничная любовь к родному краю. ጫካይጊ ጽምር ጫካይጊ ንክዑረ ብዓጋራብ ጽምር ቲዱ ዓማው ቡጌብ ባቁራብ ቡጌብ ቱርዱጊ ባፀውጊ ዥንጊር ይኸረብ ቦርኸዚ ዥንዱዚ ንዓነቅ ዶሊብ ክጌጊኒን ዑረው ዓዳመዚ ዋፅ ኢማንጊ ይኽባውጊ ቐርናበዝዳኢም ቐዳረውን ቶኸው ኢሸው ሃሩልል uğraşawi nisan radsın taagi guru hebat iya guru het okav amma bugunigi hini buraze bişu agara bişu khiriya bak habdunya oldu hiç uvat toygi. Магомед Насруллаев. Чистота. Чистота – это полный родник. Красота – это яркий цветок. В тайну счастья легко и проник. Для тебя заплетаю венок. Но для счастья отчизны моей мало будет мне гологового, так зажжем же навеки над ней золотое лучистое слово. Слово «мир» — это солнечный свет, озаривший долины и горы. Буду славить его, как поэт. Ненавижу людские раздоры и к родимому краю любовь. Несловесная вязь моей жизни. Если нужно, отдам я ей кровь ради счастья любимой отчизны. Душевным трепетом говорит поэт о своих земляках, прославляет их благородные дела, гордится земляками, которые оставили след и оставляют его не только в истории района Республики Дагестан, но и всей страны. Мухаммад Насруллаев, берга на мой разуцу, берга на мой разуцу, царь, рара вричухан, чуха, воха Дагестан, воха чуха чарада, шуана дургерахли, Россия султанкаси, дуня лалам уртхараб, Олимпия тумесе, салам, мой рускал бараб, мит гростал тахшагар, талих кун баркат дуе, Рашид Джани вюра брат. Сегодня горцы на равнине живут вдали от гор родных, и вместо снега видят иней, и правил держатся иных. Но вы не станьте чужаками, высотам горным, родникам, ведь память предков вечно с нами, их мир сегодня служит нам. Прошу вас, вы не забывайте вдали родного языка, и край свой отчий навещайте, хоть и дорога далека. Магомед Насруллаев не только известный поэт, борец за справедливость, но и замечательный отец, прекрасный семьянин и добрый дедушка. У Магомеда Насруллаева 4 детей, 3 сына и дочь. Я хотела бы их пригласить сегодня на эту сцену. Мадина Магомедовна, дочь, сыновья Ахмед, Насрулла и Шамиль. Есть они? Женился очень рано Магомед Насруллаев. Думаю, здесь есть своя философия, горская, идущая из глубин веков. Чтобы молодые совместно строили свою будущую жизнь и дарили жизнь будущим поколениям. И не мыслили о праздности, лени, о скуке, бессмысленном, недобром. Магомед сегодня больше гордится своими внуками,
а их у него 17. И радует, что они решили продолжить поэтический путь дедушки. Есть здесь? Я бы хотела им слово дать. Может, они нам прочитают стихотворение? Ну, пожалуйста, давайте, не стесняйтесь. Было как в сказке, пахнущей краской. Корочек глянец, паспорт не дали, в нем написали «Аварис». Как наваждение, дата рождения, рядышком фото, записи сделаны черным по белому. Кто ты? Чтобы мог за себя отвечать, все скреплено голубой печатью. А о том, что я честный, не злой, в паспорте строчки нет ни одной. Спасибо большое. А дочка не желает выйти, слово сказать? Что вы сегодня собрались на такое мероприятие моего папы. Всем здоровья, счастья, побольше таких дней, что могли встречаться вот так. И мирного неба над головой. Магомеда Насруллаева. Спасибо большое. Продолжаем. Насруллаев уже на протяжении 25 лет является исполнительным директором регионального филиала Академии поэзии. Он помогает молодым поэтам как в Дагестане, так и в других северокавказских республиках. Именно их сегодняшний нелегкий труд поможет увидеть завтра и республику, и страну высоконравственных и культурных держав. Сегодня у нас в гостях настоящий горец, патриот своей родины, доктор филологических наук, профессор Дагестанского государственного педагогического университета Ибрагимов Магомед Ибрагимович. Свое восхищение этим мероприятием. Здесь сегодня учащиеся под руководством своих педагогов дали развернутый отчет творческой деятельности Магомеда Насруллаева. Обстоятельный, академический, фундаментальный, очень научный, очень методичный. Потому что его творчество, вот мы с Хабибом Магомедовичем сидели, анализировали, имеет очень большое воспитательное значение. И неспроста это мероприятие проводится в школе Возрождения. Эта школа славится в нашей республике, в Махачкале, своими серьезными, основательными мероприятиями. Здесь встреча с интересными людьми, и одна из них сегодня. Говоря о творчестве Магомеда Насруллаева, хотелось бы подчеркнуть несколько штрихов. Первое. Магомед Шахбанович прошел сложный путь в детстве и в юношестве. Становление, время было сложное. И это, как говорил великий Горький, он прошел жизненный университет. Второе. Литературу Магомед Шахбанович пришел в золотой период развития советской и дагестанской литературы. Это конец 60-х и до конца 80-х годов. Именно в этот период он стал известен дагестанским, аварским читателям. Именно в эти годы он учился в Московском институте имени Максима Горького, литературном институте. Третий момент. Магомед Насруллаев является носителем нелитературного аварского языка. Он все-таки представляет карахский диалект, в лингвистике так называется, аварского языка, который далеко отстоит от норм современного аварского литературного языка. И в этом его уникальность. Он освоил аварский литературный язык так глубоко, так основательно, что творит произведения на этом замечательном, древнем, очень красивом языке. Один известный Саймон Крисп, есть такой известный ученый английский, он написал историю становления аварского литературного языка. Он написал, что аварский язык является самым красивым языком в мире. Вот это его слова. Поэтому этот язык представляет Магомед Насруллаев. Четвертое. Магомед Шахбанович воспитывался в кругу замечательных поэтов старшего поколения. Вот все ребята здесь, учащиеся, их представили, я не буду повторять. Это имело огромное значение для его становления, для его творческого становления. И, наконец, пятый пункт –
Это то, что в его творчестве отражено. Все эти этапы, о которых говорили дети, он человек, который остро воспринимает действительность. Поэты, они люди другого склада, другого мира, другого мировосприятия. Вот великий наш Бат говорил, Высоцкий, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свои босые души. У них очень тонкое восприятие души. И мало кто из обычных людей понимает и воспринимает мир так, как поэты. Я хочу пожелать Магомеду Шахбановичу Насулаеву дальнейших успехов. У него замечательное наследие. Его наследие переведено на многие языки. Здесь дети демонстрировали эти произведения на разных языках. И хочу читателям, благодарных, благородных. Сейчас время, к сожалению, не благосклонно к литературе, к литераторам, поэтам, писателям, да и к родному слову, к родному языку. Мы переживаем сложный этап нашего развития. Даже я бы назвал драматический этап, который может привести нас к тому, что через некоторое время мы потеряем наши родные языки и нашу культуру. Это конец нации. Я хочу, чтобы наши языки жили долго, чтобы поэты творили. Магомеду Насулаеву желаю дальнейших успехов. Спасибо. Слово предоставляется помощнику депутата Госдумы Российской Федерации, члену Президиума Международной общественной палаты Умаханову Керимхану Амирхановичу. Спасибо огромное. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, коллеги, товарищи. Сегодня мы с огромной радостью лица собрались в этом зале, чтобы чествовать нашего замечательного поэта, не то что Дагестана, как выступающие говорили, но и всей России Магомеда Насулаева. Что я хочу сказать по этому поводу? Действительно, Магомед здесь много говорили о его творчестве. После Магомеда Ибрагимова профессора говорит о творчестве, его оценить это уже было излишне, потому что он по полочкам разложил его творчество. Сейчас период, такой на самом деле период, вот я его иногда сравниваю его высказывание с Ратоном Магомеда Насулаева, это рубаями Амар Хаяма. На самом деле, вот спустя столько тысячелетий мы возвращаемся его словам, и оказывается, действительно, кажется, в то время он предвидел это все. Магомеда слова сейчас период тотального падения нравственности. В самом деле, сейчас честь, достоинство, справедливость, это стали ругательными словами. Вот. В самом деле, если так взять, образно говоря, поэтому очень тяжело мы возвращаемся к творчеству Магомеда, который краеугольным камнем своего творчества он восстал высокая нравственность, гражданская честь. В самом деле он реагирует на все события, и на спортсменов, и на политику, и на все у него есть, и на гражданской чести, вот стихи, вот, есть о выражениях, о неудачных выступлениях ораторов, политиков даже, он это оценивает вот, со своей точки зрения, как поэт, мыслитель, как человек справедливости. На самом деле я, вот Магомед Насулаев является первый заместитель общества Дагестанской региональной общественной организации «Граждане Дагестана». А на самом деле он является, я сказал бы, он настаивал меня, открыть вот это общество, настаивал меня, чтобы выразить все наши, вот, знаете, вот, одним словом и так далее. Тем более у нас республика, единственная республика, где нет кодекса чести официально. На самом деле и Абхазия, и Кабардинцы, у всех есть. Кодекс чести нет. Вот у нас, вот, допустим, вот многие, вот, сейчас скажу, почему вы ни в каких учебниках вот, я не видел стихи Магомеда Насулаева. Потому что вот, наши, вот, я же говорю, еще раз повторяюсь, вот этот период уже почему-то не рассматривается. И поэтому я бы вот, хотел, вот, мы, в свою очередь, я как член президиума Международной общественной палаты выдвинул Магомеда, вот, ну, был творческий конкурс, провели в рамках международного форума имени имама Шамиля, наша международная общественная палата, где я являюсь членом президиума.
и куда входят 37 стран мира. Кстати, Магомед Шахбанович, Альшевский Александр вам передал огромный привет и поручил мне поздравить вас от их имени и от имени Общественной палаты вашим юбилеем. Еще вернусь вот к Белоруссии. Да? В Беларуси знают Магомеда. Вот Союз писателей Республики Беларусь Алена Стельмах вчера звонила, вот тоже попросила, чтобы поздравить Магомеда Насулаева от имени коллектива, от имени всех поэтов Беларуси этим юбилеем, потому что Магомед победил в этом конкурсе, тоже его в международном конкурсе занял первое место наряду с другими дагестанцами 4. Вот второе, вот, что я хотел бы еще сказать, вот, то, что заслуга Магомеда, вот здесь все чародинцы, да, вот здесь бедные, знаменитые чародинцы, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по танковому биатлону, единственный то родственник Магомеда Марат Халиков стал. И сейчас он на героя был выдвинут, по-моему, орден мужества ему дали, тоже отличился. Это мы впервые вот здесь, как только он стал чемпионом, здесь у Бучаева, вот как раз мы провели мероприятие в честь этого Марата Халикова. И там вот как здесь говорили, присутствовали 7 олимпийских чемпионов или призеров олимпийских чародинцев. Вот Бучаев как раз отметил, видите, 7 человек для чаепития, вот, которые присутствовали. Еще заслуга Магомеда в том, что вот, в спортивном плане он возвысил всех своих спортсменов, не то что чародинцев, но и аварцев, озвучил. Это многое говорится, вот, о человеке говорит хорошее, о человеке отметить и так далее. Вот я помню, в 1983 году, я когда был студентом в институте, отмечали 60-летие Расула Гамзатова, и он там произнес такие фразы: «Мне сегодня исполнилось 20, 20 и 20 лет». Я вспоминаю это, я бы хотел перефразировать это. Сегодня нашему Магомеду исполнилось 25, 25 и еще раз 25 лет. Так что, Магомед, от души поздравляю тебя с твоей датой и горячо приветствую всех присутствующих, которые, уважая нашего Магомеда, и аварцы, и не аварцы, все дагестанцы сегодня пришли, вот даже с работы отпрашивали сюда, пришли. И отдельное спасибо вот этому заведению, замечательному руководителю этого частной школы, Магомеду, организовал такой праздник за подготовку таких замечательных детей. И вот спасибо огромное за вашу учительницу аварского языка, отметил, даже вот здесь себя написал, и обязательно выйдем на международную, вот, ну, хотя бы грамоту, что мы можем, чтобы действительно, чтобы популяризировать наш аварский язык. Не то, что аварский, даже все народ, мой друг, Максим Алимов и в Лезгинском, и во всех языках сейчас проблемы. И это вот, так что мы благодарим. Сейчас позвольте мне, Магомеду, вот остальное конверт, и потом Магомед, я вот сейчас хочу вручить Магомеду по поручению нашего совета Дагестанской региональной общественной организации «Устье Дагестана» почетную грамоту. Я сейчас зачитаю вот пару слов и вручу Магомеду, если можно. И еще книга вот здесь вот 15-томных Марьям Ибрагимовой, действительно Марьям Ибрагимовой от Магомеда Насулаева узнал ее, когда я готовился, когда мероприятие проводил по памяти имама Шамиля, первое мы здесь проводили в Дагестана, как раз я познакомился с этим творчеством. Я думал, у нее никого нету. Он мне эту книгу первый дал, не эту, имеется в виду другая Марьям Ибрагимовая, которая Расул Гамзатович оценил. И я думал, у нее никого нету. Я обещал было ей, я говорю, лично я проведу, говорю, презентацию. Оказывается, у нее знаменитый, замечательный сын, который мудрство написать 15 томов Марьям Ибрагимовой, в том числе 3 тома, 3 книги это об имаме Шамиле. Это уже 150 томов, по 15 книг он подарил Дагестану. И Магомед Насулаев, как раз мы принимали это, Марьям Ибрагимовой сын, Рустам Ибрагимов, где-то 20 комплектов нам тоже он выслал, нам в нашей студенческой организации, где мы, даже, наверное, у меня у себя не оставили один том, везде раздали тем, кто действительно читает, а не кто приезжает.
Так что позвольте мне. Ну, спасибо. Сейчас я учу, я Мухаммад, если можно выйти, да? Конечно. Почетная грамота Насруллаю Магомеду Шабановичу, известный аварский поэт, народный поэт Кавказа, первый заместитель председателя Дереуздыни Дагестана, очень много регалий еще, за высокий профессионализм и творческие победы, многолетний добросовестный труд и высокий патриотизм, личностный вклад в развитие культуры и традиций предков, сохранение высокой нравственности, узденской чести и в связи с юбилеем 70-летием со дня рождения. Вот эту книгу имам Шамиль, которая краеугольным камнем, который творчество Мария Ибрагимова, который все время, 15 лет, когда аварцы и дагестанцы боялись букву Ш произносить, эта женщина написала 15 томов имама Шамиля. Я хочу замечательному директору, я ему обещал белорусскую делегацию в следующем году сюда пригласить, как мне это самое, что это и все, и так далее. И я подарю эту Магомеду, я хотел ее дать, но Магомеда позволили, я... Спасибо Спасибо большое. Я хочу пригласить замечательного гостя, автора нескольких книг, судья в отставке Камботов Магомед. Камбатов Магомед. Друг. Легендарный полковник и автор нескольких мозаических книг, и настоящий дагестанец, и патриот. И он писал замечательные книги, между прочим. В первую очередь хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья на долгие годы жизни и удачи везде во всех начинаниях. Я хочу пару слов сказать. Моя жизнь в самые молодые годы я проработал в Чагатинском районе, где приобрел много друзей, с которыми до сих пор общаюсь и не теряю связи. Эти люди творческие, мудрые, мужественные, и об этом много говорилось. Конечно, уходя от отставки, я, конечно, написал книгу. Хочу прочитать. Уважаемый Магомед Шабанович, примите искренние и сердечные поздравления юбилеем 75-летия. Эта дата означает начало второй молодости. Это славная дата, хороший повод для ваших друзей высказать самые теплые слова о вашей многогранной, трудовой и весьма насыщенной творческой деятельности. Ваш жизненный путь посвящен благородному служению творчеству высокой духовности, нравственности, ценности. Ваша жизнь – эталон гражданской активности, который умеет отстаивать свои взгляды, убеждать и вести за собой. Магомед, ты прошел трудный жизненный путь, не спотыкаясь и не уставая, своим упорством добраться до вершин творчества. А это еще не предел. Твое творчество без срока давности. Твой бесценный творческий труд широко известен на просторах нашей Родины, а также за пределами, выражающий преданность своему народу, отчизне, уважение наследию наших предков, раскрывая красоту человеческой души, рассеяв семена нравственной чистоты и помыслов. Это очень важно и актуально в наше время. Простотой общения, человеколюбием ты сумел обеспечить достойное уважение и признание жизни. Это присуще человеку высокой культуре и нравственности. Таковым ты являешься человеком с большой буквы. Спасибо за представление. Предоставляется народному врачу Дагестана Гаджиеву Гаджи.
любящий, уважающий моего большого друга с большой буквы Магомеда Насруллаева. Дорогой Магомед, ты прожил 3/4 века. Из них 2/4 мы с тобой дружим. И будем дружить. Это возраст, литературные данные свидетельствуют о том, что именно в этом возрасте уже полностью на высоте бывает мудрость человека, ум. И, надеюсь, дальнейшие книги будут еще более мудрыми, умными и красивыми. Что будет дальше? Я от души тебя поздравляю с этим юбилеем. Что будет дальше, написано здесь. Я, конечно, так красиво читать, как эти красивые дети, не смогу, поэтому я тебе ее дарю. Всех я тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, дальше и любить, и уважать нашего друга Магомеда. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях дочка известного журналиста, писателя, поэта Магомедова Рахматуллы Саадулаевича, который не один год работал с нами. Его дочка Айзанат пришла поздравить вас, Магомед, и позвольте ей сказать слово и прочитать стихотворение. Айзанат, пожалуйста. Ассаламу алейкум, дорогие мои. Мой папа передал вам огромный салам. Мой папа попал в больницу и сказал мне прочитать стих Магомеда Насруллаеву «Эбеле хюлхор». Хали, этут, ураб, эбеле хюлхор. Харица, чахица, чвали пугумун, чагу хал хишече, мунахал чурат. Чанцу макик дихиячун кахяре, кикога рансонах, свак, макио кочот, хапумбук арабхеб, нужотся жака, шай, хедин тарабан, рухбакю кусон. Алхихула садик, дидацечон. Спасибо большое тебе, умничка. Уже на протяжении 25 лет является исполнительным директором регионального филиала Академии поэзии. Он помогает молодым поэтам как в Дагестане, так и в других северокавказских республиках. За 45 лет, которые Магомед Насруллаев трудится на благо дагестанской культуры, он всегда стремился быть честным с собой и окружающими. А какой же жизненный принцип у самого поэта, спросите вы? Совесть – это наш главный внутренний судья. Совесть – это беспощадность по отношению к себе и окружающим. В этом слове, в этом чувстве проявляется сущность человека, его личный мир, уровень уважения к самому себе и окружающим, о чем продолжает писать наш юбиляр Магомед Насруллаев, народный герой Дагестана. От Союза писателей России за верное служение отечественной литературе он награжден орденом Лермонтова. В 2009 году его творчество было отмечено золотой медалью Сергея Есенина и серебряной медалью Петра Великого за трудовую доблесть. Шамаль Хазамбиевна, пожалуйста, вам слово. Известная журналист аварской газеты «Истина», которую мы ежегодно подписываем и на уроках аварского языка Патимат Хамидовна на старшей школе, Патимат Расуловна на начальной школе, читают наши дети, изучают, и в знак поощрения некоторые номера газет получают ученики и берут домой целый номер. Hürmatel ma'rulal. Ditsegi raqraqas barkula, itleda kinasgo. Ilgadula awar adabiyat tulgastat ubit uliguge şairasu bera. Muhammad Nasrullah kola haqiqat gazeta tulgi udu. Hem emir şola nijekhe. Soto tворческел bahsadi kamolar nijek, afriki kine buraqdagi bajunakha. Her bahsalech unin عمري поэзия гитсебет уларжу. Махамад раграгаш баркула дитседуда. Дур кучола байрам. Бичанте
Тур творчестве фунухта, шеги данч азудуда, вархатал аде алфабеги, хет аде алфаби мукур харизе, дуи дахаб гижан жигаргим. Хани брай абич улару, хаб школа флхак асот. Тон хани школа татбире зейго, шабун татбире лишана. Деде шеги рак адаса унару, Евгений Онегин, Мухаммад Сулейманов Самара Мацалибус Набуребхер, Хазу Хималас Стериалда Сурабхуц. Хебук Анна, Ава театрада бихи завизитин Мустахик Абхалада Сураб спектакль. Газета Шрадин Гудул Кола, школу фу директорги, Хебу школу Нижерхе. Квада Нижеца, возражение школу фу Хакафу, Чангу Нохар. И я от всей души хочу поздравить всех здесь присутствующих с наступающим Новым годом. С новым счастьем вас, дорогие друзья. И чтобы этот год принес нам только счастье, чтобы он пришел к нам с новостью, с вестью, что закончилась война и вернулся покой на нашу Родину. Чтобы наши сыновья, чтобы наши братья, чтобы наши сыны вернулись домой к своим семьям, живыми и невредимыми. Всем вам еще раз счастья. С новым счастьем, с Новым годом вас, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях главный редактор газеты «Дружба» с города Хасавюрт Магомед Расул, шейх Магомеда. Вам слово. Ассаламу алейкум варахматуллах. Магомед Насруллаев для Хасавюрта, для Хасавюртского региона является своим человеком. Позвольте от имени руководства города, от имени общественности города. Вот. Я знаю, у него хорошие близкие человеческие отношения с лидером дагестанских патриотов, депутатом Государственной Думы Саиджи Дабичу Махановым. От всех его читателей поздравить его с таким событием. События делают люди долго, люди чести, люди чалмы. Магомед – человек, который прикован к своим горам, человек, простое, доступная его поэзия. Вот. Я помню годы застоя, когда мы восхваляли это строй системы, будем говорить. Он критиковал, мы знаем, это Чернобыль замана, Чурбан замана, Дудсади замана и так далее. Вот, понимаете? Вот, человек по лезвию бритвы ведет нас путь, где нет конфликтов, где нет войн. Поэтому сегодня, когда в мире неспокойно, как никогда актуальна тема творчества нашего Магомеда, я как читатель, от имени, позволю так сказать, многомиллионной читательской аудитории Расула Гамзатова, хочу отдельно поблагодарить его. Самое трудное время для нашего гения, для нашего гиганта Расула Гамзатова, он был рядом. Уважаемые гости, дорогие коллеги, друзья, вечер на этом не заканчивается. У нас есть продолжение, вторая часть. После этого мероприятия мы плавно спускаемся в нашу замечательную столовую, где мы продолжим вторую часть творческого мероприятия. Поэтому слова, говорить, все желающие, все могут сегодня сказать несколько слов о юбиляре и поздравить его. Да, имго букина, хармрука, бук ана Дагестан, Богу Дагестан, дуня аламода, жиндир цархали. Бук ана Дагестан, Богу Дагестан, Вахлиги, Ханлиги,
خل عرضي خراب بوك أنا داغستان بوكو داغستان أزار سوناز إركن خيرو عمركم روح كلو خلق أو أدعورا بوك أنا داغستان بوكو داغستان أنت ملت هزو إركن وطن أوغو عوامودا تأرخلو شامل هنيين ويجارا هنيين عورا هنرجي عقوجي مخشلجي يحكي هاد مرو خلق أخو خلهج بوكو بوك أنا داغستان بوكو داغستان بوك إنا دائمغو هاد مرو وكا. Приглашаю всех участников на эту замечательную сцену, ведущие Садикова Марьям, пожалуйста, Шахмедов Мугадбашир, пожалуйста, Амару Мухаммад Али на сцену, Тажудинов Рамазан на сцену и все остальные учащиеся, учителя аварского языка, которые готовили наших замечательных чтецов, Патимат Хамидовна, Патимат Расуловна, на сцену, пожалуйста. И, дорогие гости, без гимна никуда, абсолютно никуда. Маару Мацахи гимн я ахизму пожалуйста, поддержите нас. Патимат Халиковна, пожалуйста, на сцену. Хаим Магомедович, пожалуйста. Сокики Маару гимн ахизму тлачин, нижей куметки абунаны телера ками, акура зигрукина. Желающие Завершается наша первая часть. Хаим Магомедович, вам слово. Уважаемые друзья, дорогие чародинцы, мои близкие друзья сегодня здесь собрались, дорогие ученики, дорогой мой коллектив, вы знаете, несколько слов хочу сказать вам, что инициатива проведения вот этого замечательного вечера поэзии Магомеда Насруллаева исходила от нас. Не Магомед Насруллаев хотел сегодня вот здесь вместе со своими друзьями прийти. Нет, это мы его просили, чтобы он нам дал добро провести замечательный вечер. Мы с Султаном Магомедовной, когда познакомились с его творчеством, Султан Магомедовна мне говорит: Хабиб Магомедович, именно творчество великого Магомеда Насруллаева можно воспитывать нашу молодежь. Друзья мои, вы были очевидцами, каких только тем не затрагивает наш юбиляр в своих замечательных произведениях. Все он затрагивает. Это и любовь, любовь к женщине, любовь к природе, дружбу, взаимопонимание, коррупцию, все, героизм, все затрагивает Магомед
и в наше тревожное время произведения Магомеда Насруллаева именно нужны для детей. Не для нас, взрослых людей, мы прожили, а именно подрастающее поколение сегодня можно воспитывать на примере творчества великого, я его великим называю, Магомеда Насруллаева. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и с вашими замечательными аплодисментами Султанат Магомедовну за то, что она создала вот именно вот этот сценарий, это ее рук дело, это ее головы. Она и ей, и нашим замечательным детям сегодня удалось показать величие творчества Магомеда Насруллаева. Султанат Магомедовна, вам низкий поклон и вам огромное спасибо. Уважаемые друзья, конечно, вести такое мероприятие без наших ведущих. Вот сюда, идите, пожалуйста, сюда, ведущие наши. Любое мероприятие, конечно же, зависит от ведущих. Как они могут показать величие, показать мастерство любого поэта-писателя. Им удалось. Вашими бурными аплодисментами скажем этим детям спасибо. Халимат Алихановна, молодец, что действительно, вот подчеркиваем, что действительно вы много внесли свой вклад именно в проведение этого творческого вечера. Спасибо вам большое. Фатимат Абдулхаликовна, где Фатимат Абдулхаликовна? Идите сюда. Фатимат Абдулхаликовна, заместитель директора по начальному образованию Фатимат Абдулхаликовна вместе с этими маленькими детьми пришла сегодня вот именно поздравить нашего юбиляра. Фатимат Абдулхаликовна. Ваши бурные аплодисменты, Фатимат Абдулхаликовна. И нашим замечательным учителям аварского языка это Фатимат Расуловна и Фатимат Хамидовна. Вот. Ваши бурные аплодисменты. И я вас приглашаю присутствовать на уроках этих замечательных наших педагогов. И теперь, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность тем нашим гостям, которые пришли поделиться с нами радостью нашего Магомеда Насруллаева. Конечно же, без вашего присутствия абсолютно у нас ничего не получилось бы. Вам огромная благодарность. Спасибо вам большое. Аплодисменты нашим замечательным гостям.